Здесь говорят на разных языках, но неизменно царит атмосфера праздника и доброты. Урочище Кырчын – это особое место на всемирных играх кочевников. Раскинувшийся на Джайло этногородок состоит более чем из 1000 юрт, и везде заняты своим делом. Кто-то готовит угощения для гостей. Ремесленники и мастерицы заняты народными промыслами. Постоянно проходят народные игры и какие-нибудь увлекательные состязания. У туристов в буквальном смысле разбегаются глаза. Они признаются, что подобного еще никогда не видели. Культура, искусство, древние обычаи и игры кочевников – все собрано в этногородке. Чтобы его обойти и хотя бы на несколько секунд заглянуть в каждую из юрт, светового дня явно недостаточно. Так что, если знакомиться совсем обстоятельно, необходимо несколько суток. Таков реальный масштаб мероприятий в Кырчыне. Как могут, развлекают публику музыканты. Их тут очень много. Немного грустная и монотонная мелодия раздается из шатра арабских шейхов. Но жителям Эмиратов такое исполнение, наверное, ласкает слух. Совсем другое настроение создает звук узбекского карная. Под забойные ритмы, отбиваемые барабанщиком, ансамбль из 3 исполнителей заставляет публику двигаться в такт с музыкой. А это уже американские ковбои, они себя тоже называют кочевниками. Мелодичное кантри в исполнении трио из США пришлось гостям фестиваля по вкусу. В таких случаях, говорят, танцуют все. Тут все состоит из контрастов. Даже если вы просто прогуливаетесь по этногородку, по пути вам может встретиться ансамбль, исполняющий душевную кыргызскую песню. В Кырчыне мы демонстрируем свои национальные традиции. Все области Кыргызстана развернули по 20-25 юрт, так как бузуй – основной символ кыргызов. Тут проходит очень много культурных мероприятий и игр, и все они организованы на высшем уровне. Не только кыргызстанцы, но и иностранные гости проявили большой интерес к играм, проводимым в нашей стране. Традиции кочевников на разных континентах имеют свои особенности. Тем интереснее знакомиться с культурой других народов. Туристы, побывавшие в Кырчыне, говорят, что благодаря таким мероприятиям мы не только узнаем друг друга, но и начинаем лучше понимать. Именно такая философия и закладывается в проведение игр кочевников. Об этом на открытии этногородка говорил президент Кыргызстана Сооронбай Джээнбеков. Прибыли почетные гости из более чем 50 стран. Рядом со мной стоит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Страны, которая, несмотря на то, что находится в далекой Европе, не забывает о своем кочевом происхождении и считает нас своими братьями. Он специально приехал на Джайло Кырчын, чтобы близко познакомиться с кочевой жизнью, кочевой культурой. Культурная программа в Кырчыне была насыщена и массовыми мероприятиями. Так, например, повышенное внимание иностранных туристов привлек фестиваль «Этномода». Сложно представить, что такие наряды будет кто-то носить в повседневной жизни, но выглядят все представленные модели очень колоритно.
I'm so happy to be here as part of the U.S. Я представляю делегацию Соединенных Штатов Америки. Мы очень рады принимать участие во Всемирных играх кочевников. Приятно, что здесь представлены многие страны мира, и они имеют возможность рассказать и показать свою кочевническую культуру. Traditional games. А это уже состязание для ловких и сильных джигитов. Команды из всех областей Кыргызстана соревнуются в том, кто быстрее и, главное, качественно установит юрту. И вот как это происходит. Отдельного внимания заслуживает ярмарка народных ремесел. Это, пожалуй, самое многолюдное место на территории этногородка. А это этнобазар, и здесь стараются побывать все, кто посещает игры кочевников. Для туристов там есть на что посмотреть. Давайте зайдем и мы. Ковры, тушоки, посуда, национальные наряды и головные уборы. Здесь можно найти все, что связано с древней кочевой культурой. Иностранные гости без покупок с базара не уходят. Хоть небольшой сувенир с символикой игр кочевников зарубежные гости обязательно купят. Световой день в Кырчыне пролетает незаметно. С приближением сумерек гости на специально организованном транспорте покидают урочище и спускаются на побережье Иссык-Куля. Однако, если у кого-то из туристов возникнет желание остаться в этногородке, им предложат переночевать в горах, в юрте, чтобы на следующий день гости могли продолжить увлекательное путешествие по живописному урочищу и еще больше узнать о традициях кочевников.